Всем привет, с вами адвокат Таир Насханов. Сегодня я отвечу на вопрос моего подписчика и расскажу об одном очень интересном случае из моей практики. А вы пока подпишитесь на мой YouTube канал и ставьте лайки. Итак, пишет подписчик: моя супруга попала в секту. Из дома стали пропадать ценные вещи. Наша квартира оформлена на нее. Я боюсь, что она может отдать квартиру этой секте. Подскажите, что делать в такой ситуации? Отвечаю. Используйте общественное мнение своих друзей, родственников, сослуживцев. Подвергайте огласке происходящие в вашей семье странные события. Напишите заявление в прокуратуру. В этом заявлении, никого не обвиняя, изложите события, которые вас тревожат. Укажите название, адрес секты, ее активных участников. А затем сообщите членам секты о том, что вы обратились в правоохранительные органы. Как правило, сектанты не любят огласки и, возможно, оставят в покое вашу семью. Что касается исчезновения ценных вещей и ваших обоснованных объяснений, опасений по поводу квартиры, то по закону имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по обоюдному согласию супругов. В адвокатской практике был такой случай. Супруг стал ходить в секту. Через некоторое время жена стала слышать от него разговоры о том, что надо жертвовать Богу все, в том числе и квартиру, в которой они долгое время проживали, и купили ее во время брака. Кроме них в этой квартире еще жили их двое несовершеннолетних детей. К ним домой стали приходить какие-то незнакомые люди. Они вместе нараспев читали странные и непонятные тексты. После их нескольких визитов в один из вечеров супруг твердо заявил, что собрался подарить квартиру Богу на следующей неделе. На возражение жены супруг отвечал, что это его личный вопрос и никого это не касается. Он сказал также, что в этой квартире будут жить члены его секты. Женщина оказалась умной. Она немедленно обратилась за юридической консультацией к адвокату. По его совету изъяла все документы на квартиру, благо, что она знала, где они лежат. После чего с помощью адвоката, составив исковое заявление о разделе общего имущества, то есть квартиры, подала его в суд. Затем в целях обеспечения иска заявила ходатайство о наложении ареста. Судом это ходатайство было удовлетворено и вынесено соответствующее определение. К тому моменту, когда сектанты изготовили дубликат документов на квартиру, она уже была под арестом. Увидев, что женщина не отступит, а половина квартиры для них интереса не представляла, сектанты отступили. Вот такая история. С вами был адвокат Таир Насханов. Если есть вопросы по теме ролика или не только по теме ролика, на юридические вопросы, в которых я более-менее компетентен, пишите. В комментариях я постараюсь на эти вопросы ответить.